Всем привет, дорогие друзья! Умку я отпустила на прогулку сегодня, она резвится, гуляет. Так, посмотрим, сколько градусов показывает. Вот, -1. Погода сегодня такая сухая погода. Вон здесь, что вчерашний снег выпал, не растаял, прохладно. Вот, на траве тоже такая, немножко снежок есть. Выхожу на улицу. Вот, баню надо приготовить. Вот, потом баню приготовлю, и нужно уже вытащить насос, потому что погода уже холода начинается у нас. Вон какая-то собака сегодня с утра вон здесь бегает, и бегает тоже вместе с Умкой. Чья-то собака. Кыш! Ну, такая прохладненькая погода сегодня. Вчера, можно сказать, весь день снег был такой, мокрый снег шел. Вот. Был мокрый снег. Дорога, сказали, трасса у нас до Богородска очень грязная такая, плохая дорога стала. Вот. Ну что, сейчас мы будем готовить баню. Рано у нас темнеет, вот, и баню тоже пораньше надо приготовить. Ну, воду натаскали в баню. Вот. А сейчас я начну убирать этот вот насос. На зиму мы это убираем.
Умка. Поигралась немножко с Умкой. Айда там громко голосит тоже. Вот эта собака чья-то здесь уже целый день сегодня бегает. Айда со злостью на нее, на эту собаку орет. Да, Умка. Умку потом надо загнать в вольер тоже. Нагулялась она сегодня уже, набегалась, да, Умка? Умка. Вот. Ну, я это все убрала, а это потом занести нужно домой. Пока убирала, был снежок даже, но очень холодно вот. Хотя и ветра нету такого, но все равно чувствуется уже холод. Уже поздняя осень уже скоро ждать можно уже снег. Надо вот еще этот забор открыть, чтобы машиной можно было заезжать во двор. На зиму мы это убираем, открываем. Руки очень сильно мерзнут в таких перчатках простеньких. Сейчас дрова занесем в баню и растопим печку. Ну вот, готово. Умка, тебе пора уже домой. Хватит, уже нагулялась. Да, Умка? Ты уже нагулялась у нас. Я уже хочу приготовить манник. Пока растопила баню, баня готовится. Постараюсь испечь манник. Заканчивала сегодня на улице уличные работы, насос убрала с колодца, ну и там остальные дела. Ну, решила, значит, сделать манник. Манник чисто из манки. У нас где-то есть, конечно, манник, но мы туда добавляли муку. А сегодня чисто делаю из манки. Так, значит, у меня здесь яиц 5 штук, хотя можно 3 взять, но у меня это сорт такой маленький. Вот, и взяла 5 штук. Разбиваем яйца. Этот манник, рецепт, это школьный рецепт. Мы когда еще в школе учились, у нас был кружок.
где мы готовили, пекли коржики разные. Ну, нас учили вожатые. Очень пышно получалось. А сегодня посмотрим, как получится. Так, немножко соли сюда. Так. Стакан, ну, 250 у меня здесь сахара. Сахар подольше размешиваю. Так, добавляем сюда сметану. У меня 250 грамм сметаны. Ну, некоторые делают из кефира, конечно, можно и кефир добавлять, но у меня в рецепте сметана идет. Я делаю из сметаны. Так, сюда идет чайная ложка соды. Ну и добавляем манку. Вот так постепенно добавляю манку. Все тщательно размешиваем хорошенько. И это тесто оставляем на полчаса, чтобы манка у нас набухла. Так, у нас полчаса прошло. Мажем форму маслом сливочным. Диаметр формы 19 сантиметров. А теперь тесто так, размешаем еще немножко. Так, и выливаем сюда. Ну а пока подождем, пока духовка нагреется до 180 градусов. Отправляем в духовку на минут 40-45, а там посмотрим. Все, осталось ждать. Время подошло. Минут 40 я держала в духовке. Втаскиваем наш майник. Вот. Вон какой у нас испекшийся уже готовый. Так делаю, чтобы форму могла я снять хорошенько.
это убираем здесь. Ну вот. Вот такой манник у нас получился. Украсим наш манник сахарной пудрой. Давно уже не пользовалась таким трафаретом. Вот сегодня попробуем украсить наш манник. Такой прекрасный узор. Как красиво. Ну а теперь будем пить чай. Вот такой манник. Мягкий, весь испекся. Аромат такой. Вот. Ну что, пробуем? Это из чистой манки сделано. Здесь муки нету, без муки. Манку подольше подержали, она набухла. И вон какой пышный пирог получился. Сейчас попробуем. Я могу сказать, что разница есть, когда с мукой разбавляешь манку и без муки. Без муки она еще вкуснее. Вот чисто из манки, когда делаешь, еще вкуснее вкус. Такое сладкое. Можно было бы, конечно, и ванилин добавить, но я ничего не добавляла. Без ванилина. Если, конечно, со сметаной, то еще нежнее получается. Намажем сметанку. Вот так. Манник получился очень вкусный, очень нежный, сладкий. Так что попробуйте, делайте тоже так, без муки. Ну вот. У меня уже и баня скоро готова. Вот. Значит, я манник успела испечь к чаю. Вот. Ну и все. На этой вкусной ноте я свое видео заканчиваю. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.